Три судьбы. Твой лик подобен утренней заре, а кудри, словно ополощены в ночной реке, и зубы, словно жемчуг, блистают красотой. Глаза же, как миндаль, сияют чистотой. В многовековой истории поэзии персидско-таджикской литературы есть великое множество стихов, где прославляется красота, изящество и нежность женщины Востока. И вдохновение поэтов можно понять, ибо прекрасные создания, они действительно своей красотой покоряли и покоряют, кто хоть немного сохранил в своей душе восхищение прекрасным. Женщины Востока, они и сейчас прекрасны, как богини. Современные поэты в своем творчестве отдают должное их красоте. Но давайте спустимся с поэтических высот и рассмотрим обыденную жизнь наших современниц, ну хотя бы на примере трех героинь нашего фильма со своей судьбой, делами, заботами. Сокина Сатторова живет в небольшом кишлаке в окрестностях Душанбе. Даже не знаю, о чем говорить. Детство пролетело быстро. Школа. О многом мечтала. Хотела учиться в институте, путешествовать. Я даже в городе толком не была. Но окончила школу, и стало ясно, что мои желания, скорее всего, так и останутся моей мечтой. Как в любом хозяйстве, в нашем доме много разной работы, которая лежит на мне. Хотя семья наша и не такая многочисленная, как у многих в нашем кишлаке, но работы всегда хватает. Родители мои уже в годах, надо и им уделить внимание. Да и с малышами старшего брата забот хватает. Почти все мои подруги работают на небольшой чулочно-носочной фабрике, которая когда-то была построена в нашем кишлаке. После окончания школы пришла на работу сюда и я. Думала, поработаю немного. Заработаю, продолжу учебу в институте, но жизнь распорядилась по-своему. Работа на фабрике посменная. Идешь и в ночь, и в раннее утро.
Работа тяжела своей монотонностью, однообразием. В цехах повышенная влажность, сквозняки, шум станков. Возвращаюсь домой и чувствую, что с каждым днем от моей мечты в моем сердце остается все меньше и меньше. Грустно, но ничего необычного нет в судьбе Сокины. Десятки тысяч таджикских девушек после окончания школы вынуждены идти работать в текстильные и шелкокомбинаты, на хлопковые плантации, в жару и в холод, так и не дождавшись хоть малейшего исполнения девичьих желаний. Мы не устаем повторять о неземной красоте восточных женщин, но практически ничего не делаем для того, чтобы эта красота не потускнела от неустроенности их жизни. Твой дивный взор светлее всех светил, внимание всех падишахов к себе он обратил. Недуг любовный сжег меня, измучила печаль, не удостоился я полувзгляда твоего, как жаль. Я на тебя смотрю издалека несчастными глазами. О, смилуйся ж ты, наконец, я весь омыт слезами. Неповторимо все в тебе, и лик, и стан, и плечи. Моя душа с одной тобою ищет встречи. Саида Файзалиева, руководитель танцевального ансамбля. Наверное, знакомые, друзья и почитатели не поймут меня, если я буду роптать на свою судьбу. Кажется, и природой я не обделена. На концертах и после них мне преподносятся огромные букеты цветов. Шквал аплодисментов и слова благодарности сопровождают мои выступления. Но это парадная сторона жизни танцовщицы, жизнь которой в искусстве намного сложнее, чем это кажется со стороны. Известно, какое бытует мнение среди обывателей о нас, выбравших своей профессией танец. Чувствую косые взгляды, слышу в свой адрес двусмысленные намеки, насмешки. И все это откладывается тяжелым камнем на душе. Эти милые девчушки, они безумно любят танцы, музыку, сцену, которая манит их своей притягательной силой. Они готовы, как и я в их годы, без устали отчеканивать каждое движение, каждый жест, наслаждаются собой в танце и, наверное, не подозревают, какой тернистый путь в искусстве выбрали они.
И я не могу об этом сказать им. Знаешь, что не поверят? Как не поверила бы и я на их месте. Не могу им сказать об этом еще и потому, что в танце вся моя жизнь, и я не мыслю себя вне искусства. А после изнурительных репетиций долгий путь домой. Саида – нежная мать, любящая жена, и ее состояние не должно сказаться на семье. Но и дома она живет мыслями о сцене, о танцевальных костюмах, которые в наше неустроенное время очень сложно сшить. Завтра снова на сцену, и значит, надо пересилить в себе все эти неурядицы. Саида выбрала своей жизнью танец. Похитила ты цвет у красных роз, и аромат твоих волос потоком вешних гроз у родника свое лицо омыла, и цвет воды мгновенно изловила. Биомина Муминова, мать-героиня, у нее 11 детей. Вся ее жизнь, сколько она помнит, прошла в колхозе, на хлопковых полях. Ранним утром в поле, поздним вечером с поля домой, где ее ждет большая семья со своими трудностями и заботами. В народе говорят: малые дети, малые заботы, большие дети, большие заботы. После смерти мужа, который до последних дней работал водителем грузовых автомашин, вся тяжесть большого хозяйства легла на хрупкие плечи Биомины. Она словно ствол чинары, который удерживает на себе тяжесть ветвей и листьев. Когда снимался этот фильм, хозяйство области выполнили план по сбору хлопка. На полях оставалось еще много белого золота, которое уже никому не было нужно. Видно, что-то в нас надломилось, если мы можем спокойно взирать на неубранные поля, которые в недавние времена убирались до последней ощипки. А Биомина Апа, собрав своих дочерей и невесток, снова вышла в поле. Больно видеть, когда хлопок, возвращенный огромным трудом дихканина, бессмысленно гибнет на твоих глазах.
Хранительница очага, она находит для каждого из своих многочисленных внуков время и нужное слово нежной воспитательницы. О, великий Господь, обереги и укрой под своим крылом своих грешных рабов, разбуди в них любовь и уважение друг к другу, выведи из их сердец гнев, ярость и злобу. Ты единственный наш оберегатель и защитник, о, великий и единственный. Аминь. Авторы сценария Мансур Хаджаев Ситки, режиссер Мансур Хаджаев, оператор Мушеев, звукооператор Иващенко, редактор Худойдодова, директор Мушеев. Производство Таджик Телефильм.